Ну, хорошая боевая игра была. Мы старались играть с позиции силы. С таким соперником, как Солигорск, это было непросто, но, в принципе, рисунок и какие-то тактические действия, которые мы намечали перед игрой, мы выполнили. Жалко, не удалось забить мяч, а так, в принципе, самим содержанием и структурой игры я доволен, ребята отдали все силы. Поэтому могли мы забить, хорошо сыграли сзади, практически не дали, кроме штрафных стандартов, Шахтер ничего сделал, поэтому ничем может быть справедливый итог матча. За столицей с точки зрения турнирного результата, как Мы не смотрим турнирную таблицу, мы смотрим на команду соперника и хотим выстроить свою игру. Поэтому, конечно, но стратегически-то не дали сопернику уйти вперед и, скажем так, сохранили баланс. У нас еще игра в запасе, и поэтому будем бороться дальше. Пожалуйста. Много людей на карантине, когда Жуковский был. Жуковский вышел с карантина, как вышел, да, был на самоизоляции 15 дней. Причем первую игру играл после изоляции Максим Яблонский в связи с травмой Васильева. Он не тренировался вообще, Яблонский, 15 дней он дома, ну, какие-то кроссы бегал, поэтому я доволен его игрой. Рассадкин до 21 числа, до 25, он лежал в больнице, ему диагностировали двустороннюю пневмонию, поэтому он будет восстанавливаться. Ну, Жуковский с понедельника, с завтрашнего дня приступает к тренировкам, потихоньку помаленьку. Николаевич, Юрий Леонидов всегда говорит, что соперники ставят против него автобус. Но сегодня автобуса со стороны не наблюдалось. А как вы преодолевали этот автобус? Ну, я уже как-то раньше говорил, что команда строится, может быть, год строится, может, 2, может, 4. То есть надо было подбирать людей, очищать коллектив, подбирать под какой-то рисунок. Это не так просто. И учитывая, что он не обладает такими большими финансовыми возможностями, чтобы кого-то купить, мы шли, в общем-то, как бы так поступательно к тому, что мы сейчас создали. Мы создали команду, которая, в общем-то, не хочет обороняться и, в общем-то, бояться за результат. Она хочет играть в футбол с позиции силы, и, в принципе, это нам удалось. Я думаю, это первая игра, где мы уступили все-таки где-то его владение, думаю, мячом сопернику и много моментов в борьбе. Думаю, предпосылки эти начались с самого начала, потому что любое прикосновение, любая борьба сразу трактовалась нарушение, штрафные, слишком много свистков было, поэтому где-то, может быть, не получилась динамическая игра. В принципе, то, что мы сыграли 0-0, я думаю, в этой игре, что мы не создали моментов, что не было, волевых моментов не было. Была борьба в центре поля, не более того, плюс много навесов со стороны неба. Мы с этим справились. Мы понимали, что вот вся борьба построена на передачах флангом. Есть достаточно хорошие футболисты, которые могут побороться, там это Забелин, это Лушич. Я думаю, оборона с этим справилась. А вот в плане атаки где-то не получилось у нас играть так, как мы умеем играть. Поэтому счет 0-0. Такой комментарий. с точки зрения турнирного результата, как Да борьба, я после игры домашних Зародеи сказал, только 17 туров, сейчас только 18, 12 туров впереди. Вся борьба впереди, я думаю, точно так же, как и Неман, точно так же, как и Батэ. Мы будем сражаться до последнего тура, я думаю, будет ясность. Да и я бы не сбрасывал со счетов Динамо Брест, Динамо Минск, тот же БГУ. Все будут сражаться, борьбы будет много, поэтому я не тороплюсь об этом что-то говорить. Есть 12 туров впереди, нужно идти от тура к туру.